OCCRP нашел очередной бизнес клана Рахмона. В Таджикистане продолжаются аресты. Узбекистан. Пытки продолжаются. Близким президента Эмомали Рахмона принадлежат несколько престижных курортов и компаний по добыче полезных ископаемых в этой стране. Такие данные содержатся в недавнем расследовании OCCRP, журналистского центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Речь идет о так называемом клане Сахибовых. Два его члена, Махмадзаир Сахибов и его племянник Шамсуло Сахибов, женаты на 2 из 7 дочерей президента Рахмона, а их братья Зайнулло и Нарзулло активно участвуют в приобретении и реконструкции таджикских санаториев и курортов. 40-летний Шамсуло Сахибов контролирует компанию «Фарос». Она работает в области добычи нефти и других видов сырья, владеет таможенными терминалами, долями в банковской отрасли и автошколами. В 2015 году «Фарос» с большой скидкой приобрела права на земли под единственный в Таджикистане горнолыжный курорт Сафед-Дара в 55 километрах от Душанбе. Через год на церемонии открытия курорта президент Эмомали Рахмон поблагодарил за реализацию проекта бизнесмена-патриота, не называя его по имени. А в 2018 году правительство Таджикистана одобрило пакет налоговых льгот для туристической отрасли, в том числе для горнолыжного курорта. Брат Шамсуло Сахибова, Нарзулло Сахибов, возглавляет компанию «Сомон Цугд», бенефициарными владельцами которой являются два шурина, родных брата жены Рахмона, Хасан Асадулло-Зада и Аманулло Саадуллоев. Саадуллоев до последнего времени возглавлял южные электросети в Курган-Тюбе, а Асадулло-Заду называют владельцем одного из крупных банков, алюминиевого завода и самой крупной таджикской авиакомпании «Сомон Эйр». Аналитики отмечают, что в докладе по сути упомянут бизнес, принадлежащий лишь нескольким лицам из клана Рахмона, численность которого, по некоторым данным, исчисляется даже не десятками, а сотнями людей по всей стране, каждый из которых владеет в зависимости от своего статуса в клане той или иной частью бизнеса в стране. Отмечается также, что многие из членов клана уже давно монополизировали по несколько бизнес-сфер в Таджикистане. Массовые аресты по всему Таджикистану по подозрению в участии в исламском движении «Братья-мусульмане» продолжаются. Количество задержанных уже достигло 70 человек. Об этом сообщает радио Азади со ссылкой на собственный источник. 20 января источник в правоохранительных органах Таджикистана сообщил, что количество задержанных по обвинению в связях с исламским движением увеличилось в несколько раз. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статье 307 прим. 3 УК РТ, подразумевающая от 5 до 10 лет лишения свободы. Напомним, ранее начались массовые аресты и обыски в нескольких городах по всей стране, в ходе которых были задержаны 27 человек по подозрению в участии в движении «Братья-мусульмане». Позже стало известно, что среди задержанных оказались влиятельные жители страны, преподаватели вузов, имам-хатыбы, глава аппарата мэрии Исфары и другие. Аналитический центр по Центральной Азии АСА опубликовал крик о помощи со стороны узбекских заключенных со ссылкой на правозащитников из Узбекистана. В письме заключенных из Наманганской области говорится о ситуации в колонии исполнения наказания номер 6. Так заключенный по имени Уткир Хасанов пишет: «Я в Кин-6 отбываю наказание, где со стороны представителей колонии на меня оказывается психологическое и физическое воздействие, которое я больше не в силах терпеть. Эта ситуация вынуждает меня наложить на себя руки, самоубийство. Если есть возможность, помогите мне. Хочу, чтобы со мной поговорили в спокойной обстановке». Другой заключенный, Камилжон Гульмурзаев, также обращается с письмом: «Сейчас я являюсь инвалидом второй группы из-за полученных тяжких телесных повреждений. Меня до сих пор продолжают прессовать в колонии. Если я попрошу других осужденных помочь мне в чем-либо, или если они будут разговаривать со мной, то к ним применяют наказание. Поэтому все боятся общаться со мной или помогать мне.
Даже в санчасти врачи, сговорившись, с презрением относятся ко мне. Я 2 раза был в изоляторе по 25 дней, где мне было очень холодно и плохо. Но на мое состояние никто не обращает внимания, пишет заключенный по имени Камилжон. Mana shu ommaviy axborot vositalarida juda ko'p masalalar bo'layapti. Bu ham bir. Напомним, что летом прошлого года на селекторном совещании с руководителями правоохранительных органов президент Мирзияев призвал прекратить пытки ради улучшения имиджа страны. Эти игры с дубинками и противогазами – это вещи из прошлого, не нужны в Узбекистане. Весь мир смотрит на нас. Каждый день в интернете выходит по 1000 статей об Узбекистане, минимум 700-800. Даже в Эфиопии пишут об Узбекистане. Каждый наш шаг находится под контролем мирового сообщества, заявил он. Правозащитники тогда возмутились, что Мирзияева беспокоят пытки не по причине того, что не является преступлением, а по причине того, что в интернете выходят статьи, освещающие данные преступления. Turgan odamim ustida yana jinoiy ish qo'zg'atilgan. Men tushkunlikka tushib qoldim.